Вон оттуда идем. Поднялся на горку. Ориентируюсь, ребят, по этим подсадам. Смотрите, сколько елок. И здесь проходила дорога. Я чуть-чуть стороной прохожу и смотрю на эти елки. Потому что дороги уже, смотрите, какие деревья, сосны. И немножко вот для ориентира вот эти елки. И колея даже есть какая-то. Теперь нашел то, что искал. Все, я уже на трассе, так называемая. Зимник был тут. Вот тут еще буду бродить. И потихоньку буду направляться в сторону избы. Полдня уже бродим. Вторая половина уйдет на возвращение. Блин, если тут ничего нету, значит все, сливаю воду. Тут нетронутый лес, тут люди не ходят. Место-то, ребят, какое сказочное оказывается тут. Ягель, во-первых. Сосны крупные. Даже сорный лес там с елками. Тут недалеко рябчик взлетел. Я даже и не стал... как там увидишь? Плотный лес там вообще. Тулан там бродит. Скучно ему. Тишина, ни взлетов, ничего. Вот так. Снег не прекращается. Сойка вон. Хоть сойку поснимаю, что ли. Пару дней назад тоже вдоль земли так что-то рыжее проскочило. Думал, лиса. Потом еще прошел недалеко. Смотрю, бля, эта сойка. Крылья-то расправила, и она тоже рыжая. Хвост рыжий, еще рыжая. Смотрите, офигеть. Вот это да. Вот этот кайф скоро закончится. Там, наверное, еще метров 300 и начнется болото. За болото уже переходить не стану. Если я туда пойду, я не успею до избы. Темнеет. Буду обходить с правой стороны, наверное. Вдоль опушки леса. Вдоль болота, опушки леса. Там сосны хорошие, большие тоже. Ну, примерно так. Вот такая и охота. Это настоящее. Это уже не какая-нибудь показуха. Я имею в виду, где заповедные места, где дичи навалом. И только охотятся, как сказать, избранные. Каждый выход есть добыча. А я показываю реальность нашей тайги. Считай, сколько прошли. Пипец. Ну это лесопункт еще делал дорогу. Старая дорога. Вот это да, еще усиливается снегопад. Может быть, даже поэтому птица где-то спряталась в глуши. Уже мох такой глубокий, и там начнется сырость. Копалуха здесь была, оказывается. Взлетела, улетел. Тулан что-то туда убежал, там посмотрел. Сюда начал идти. Это в холостую он лает. Это крылья попадали в дерево, а птица никуда не садилась, куда-то налево улетела. Вот здесь где-то вот, буквально 30 метров от меня, наверное. Я даже не ожидал. Кто мог ожидать? Но хотя собака что-то свежий след вот учуял, наверное. Сейчас я покажу. Вот здесь он начал туда-сюда ходить. Да и следы тоже вон. Оказывается, вот.
следы кополухи. Тут уже были. Кашман. Может, еще где-то увидим. Ну, хоть одну птицу удалось увидеть. Мельком только. Тлан. Давай, иди. Там еще дорога не заканчивается. Я думал, тут болото, а там, оказывается, чуть-чуть прутки есть еще ягоды. Короче, ребят, от меня где-то 100 метров, наверное, садился глухарь. Сперва вот там собака побежала, подняла глухаря. Глухарь вон там сел, а он идет. И один раз успел лайкнуть, сразу улетел. Чему так? Большой крупный это глухарь настоящий был. Ничего не успел сделать. Даже видеокамеру не успел включить. Ну, смотрите, какой лес. Тут ясен хрен должна быть птица. Вообще офигеть. Место понравилось капитальное. Так, ребят, небольшой отчет. Тулан рядом, мы в сборе. Там дальше начинается болото. Эта дорога проходит через болото и дальше, потом поворачивает направо. Короче, пока здесь мы шли, я вот рассказывал, встретил глухаря там. Один раз успел только лайкнуть. После него недалеко мы прошли, еще двоих видел. Один сразу, одного не видел, только слышал где-то или на дерево, он сидел на дереве, наверное, взлетел, улетел. И второго где-то от меня метров 30, наверное, дальше, возле дороги с левой стороны, взлетел. И такой ветрище такое поднялось, я не услышал даже, куда-то он сел или нет. Потом туман, пустота, опять залаял, никого там не было. Вот. Короче, здесь ток находится у глухарей. У меня точка есть, 635 метров до него. В какой стороне я рассказывать не стану, ничего не говорить не стану. Но это я точку ставил зимой, когда, в феврале, когда ходил, лет 5 назад, наверное. До сих пор, значит, глухари тут держатся. И они отмечали, таковали, но я на така не хожу. Не люблю я весеннюю охоту вообще. Сейчас вот я беспощадный. Что попадет, я могу подстрелить, если удастся. А весной их не трогаю. Вообще боровую ни в коем разе. Вот. Сейчас я буду идти где-то чуть-чуть даже обратно в ту сторону, откуда мы сейчас пришли, от ручья. Хочу, в каком направлении, все в одном направлении улетели, в ту сторону схожу. Может быть, какой-нибудь шанс еще будет увидеть или добыть. Мы пустые, ёпта. Еще нам больше 10 километров топтать. Сейчас уже буду стараться по навигатору. Здесь пройду еще зигзагом. Здесь хорошая тайга, и надо проверить этот угол. Вообще идеальное место для охоты, оказывается. Для осенней охоты тоже. Я зимой тут ходил. Да каждый год я хожу тут. А вот осенью первый раз. И мне очень понравилось. Хотел тут вдоль этого болота, тут большое даже, вдоль болота, буду искать такое место, где легче идти. Легче идти — это почва, чтобы плотнее была. По сырым местам это очень тяжело ходить. Вот. Примерно так, ребят. Вот такой небольшой отчет. Идем дальше. Погода жесть. Я весь сырой. И вот когда так стою, даже прохладно становится. И вот, инстинкт охотника такой, что вот хочется еще туда, и вот здесь вот, если посмотреть, там тоже обойти, вот это болото обойти, если. Там места вообще жесть как хорошие. Но все не обойдешь, просто сил не хватит и времени. Понятно, если там где-то в верховье заночевать.
Там избы есть, но все избы я там не знаю. В ту сторону не стараюсь ходить особо. Не по пути. Мне вот здесь вот по душе. Ладно, ребят. Будет что интересно, также включусь. Да, и вообще рассказываю, включаюсь, рассказываю что-то. Хоть показывать-то и нечего. Тут тоже густая тайга будет. Здесь такая низина. Не, надо сейчас по навигатору буду бродить и в том направлении схожу, куда они улетели. Но не знаю. Шансов минимум, блин. Но они есть, оказывается. Я думал, они где-то в гуще леса спрятались от непогоды. Ни хрена. Они даже здесь. Ну, кушать-то хочется. Кормиться вышли. Так, ладно, идем потихоньку. Давай, Тулам, ищи. Ищи, будем искать. Короче, идем с той стороны. В направлении глухаря тоже ходил. Но я их не видел. Не знаю, далеко они улетели, видать. Короче, здесь прошли мы уже, где-то 1,5 километра. Болотистое место оказалось. Ну, как сказать, не болото, но такие нерослые деревья и очень высокий мох. Тут уже более-менее ягелевые прутки. И я навигатор настроил на административную границу, то есть на просеку. Мне найти надо какую-нибудь просеку, чтобы не блуждать, просто чтобы поровнее идти. Если идти мне по навигатору, сейчас вот, скажем, включить и по навигатору идти, там, знаете, ближний путь, но вообще жесть дорога. Не хочу туда и лезть, я лучше обойду через просеку. Ну, так думаю, лучше. Но, возможно, тоже на просеке хрен его знает, где пройдет эта просека, по каким местам. Ну, пока так. Другого варианта у меня нету. Вот. Тишина, блин. Ну, какая-то тишина. Вот в самом конце, конечной точке, хоть какая-то движуха была, глухари поднимались и все. Собака работает, блин, приходит, уходит, все время в поиске. Никого не поднимает. Вот так, ни зверей, ни птиц. Короче, и тут вот возле ручья мы шли, ни одного лося не было. И здесь вот такие места ягелевые. Вон туда идет. Ягелевые места. Тут возможно тоже встретить оленей. Но я для этого и взял Panasonic. Как бы он опять уже устремился. Какие-то вот запахи есть, но Panasonic взял, чтобы вот что-то, хоть как-то для вас поснимать, показать. Я активно начала опять искать. Что-то какие-то вот запахи есть, но старые, видать. Вроде тут почва хорошая. Пока буду держаться этих мест. Но все равно направление держу в сторону избы. Будем уже идти к избе. До темна нам надо успеть. Так, ребят, надо попить чай. Мы уже идем по просеке. Натоптана, между прочим, просека. Какой-то охотник тут ходит с какой-то избы. Где-то я примерно буду идти 2 километра по этой просеке. И уже снова буду идти по навигатору. Начинаю уставать, если честно. Рюкзак пустой, но устал. Я не знаю как. Видел еще кополуху.
Но только их увидишь, когда они взлетают и улетают. Все. Вот такая встреча. Мимолетная. Не буду останавливаться. Сейчас чай попью и даже дальше идем. Ну тут еще полкружка осталось. Тяжелый поход сегодня. Да, Иван? Чай тем колотишь? А, чай колотишь. С хлеб дам. Сам не буду, не хочу. Похудел собака за эти дни. Сегодня заметил. Ну, сами понимаете, и у меня живот исчез. Это не за компьютером возле телевизора сидеть. Нормально. Такие марш-броски, это хорошо. Это настоящий марш-бросок. Но с погодой сегодня не повезло, капитально. Я это ожидал. Я ожидал. О, конфеты и вспомнил. Конфеты я выбираю сегодня. Все, хватит. Себе барбариски. Фантики боюсь выкинуть. Заклюют в комментариях. В карман, ребят. За еще цепляются зрители. Ладно. Пошли дальше. Я, ребят, от просека уже отошел. По навигатору иду. Километр 800. Остается до знакомых мест. Тут что я сейчас прошел. Во-первых, врагу даже не пожелаю. Во-вторых, наверное, вряд ли когда-нибудь я сюда еще залезу. Самая крайняя точка, самая интересная. А остальное, я не знаю, очень тяжело. Очень неприятный путь. Очень много сырых мест. Кругом валежники. Но, короче, сходил, познакомился с этим местом. На лыжах хорошо. На лыжах идешь, проблем никаких нету. Вот этого вообще под ногами ничего нету. Бывает, когда снег не держит. Тяжело, конечно, тоже, но мне понравилось мне эти места. Или, как я сегодня поднимался, по тому же месту идти до крайней точки и возвращаться по другим местам. Тоже вариант. По другим местам где-то поискать. Я весь сырой. Вчерашний день, что по пояс был я сырой. Сегодня сверху. Сверху это с головы до пояса. По спине аж вода идет уже. По рукам течет. Вот такая картина. Что-то про плащ я вообще не подумал. Надо было еще плащ, рюкзак взять. Здесь должен быть еще ручей. Вот я сегодня, который переходил, мне еще надо один раз перейти.
Без этого я до избы не дойду. Может быть, даже он здесь где-то рядом. Потому что открытое место, да, оно вот тут. Что-то похожее. И надо еще мне переправу найти. Это не так просто. Да, ручей. Он здесь большой. Да. Или как. Опа, вот тут я, наверное, перейду. Что-то здесь вроде мелко. Здесь вроде мелко. Но смотрите, какая ширина тут ручья. Не знаю, как там с глубиной. Тут-то ништяк. Какой снегопад. Тулан тоже уже насторожился, блин. Перейти хочет. Ружье сейчас брать, да. Попробовать, что. Третий раз, который раз я уже перехожу сегодня этот ручей. Тулами. Тулами. Мусор идет. Между прочим, охотники, где я сегодня был, они даже бывают на лодках туда добираются. Это, так сказать, когда вода большая, они прочищают дорогу, путь. Я не знаю, на моторке или на веслах. Лок, тула, лок. 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 Не хочет купаться. Лок. Лок, тула. Вот где лок. Лок. Лок, тулан. Лок, 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 лок. Лок. Перешел. Но тут оказалось не глубоко. А я не подумал, что может быть тут вообще переправы для меня не будет. Если вода большая, валежников, может, все испилили уже охотники. Вот. Но они уже несколько лет туда на избу не поднимались. Так, ладно, короче, ребят. Я считаю, на большой земле. На большой земле это мне уже не надо переходить через этот ручей. Сейчас буду шпарить по навигатору. Ну, где-то километр 900 оставалось. Сейчас смотрел там. Ну, 2 с лишним было. Потом, когда включал камеру, тут вроде нормально. Ай, блин, хреново дело. Честное слово. Нагулялся сегодня. Ужас. Как устал. Если такая благодать завтра будет, меня на улицу не вытащишь. Буду отдыхать. Сегодня хватило, блин, весь сырой. Запах черной смородины. Вон они, кустики-то. Я и смотрю. Обалдеть. Кончик сломаю. Офигеть, они как вкусно пахнут. Прям по тайге. Да, точно, они. Хоть чай заваривай. Ой, обалдеть. Писали мне в комментариях, почему я не собираю листья смородины, чтобы заваривать чай зимой. Тоже вариант хороший, между прочим. Высушить и вот тебе заварка. Но я любой момент, даже самую глубокую зиму, могу сходить, скажем, на первую избу, где я знаю эти кустарники, и там нарвать эти прутья от смородины и заварить. Он тоже дает аромат, заваривает хорошо. Так что проблем с этим нет. Фу, тут подъем. Вообще, это хорошо. Но мне еще не так сладко будет. Фу. Тут очень густая тайга будет. Дальше. Ну вот, ребят, ну да, фу.
Утренний лай у тулана. Ну-ка, мылай. Это норка, что ли, или кто? Короче, детей можете убрать. Ну-ка, мылай, мылай. Ну, что ты? Фу, вот что ты. Ну. Кишки, конечно, наружу. Но обязательно напишите в комментариях, кто это. Похоже на норку и не норка это. Блять, кишки все вышли. Утром так долго лаял он. И весь в крови пришел. Пошли. Фу, блин. Как он поймал этого, зверя этого. Интересно. Вот тут, наверное, они где-то боролись. Так, пошли. Туда. Вот так вот. Я и смотрю. Лох, туда. Лох. Ну-ка, Коль, сие. Коль, лох. Лох. Будешь еще таскать это. Лох по нам. Ай. Ну вот, мы основное уже прошли. Я уже как бы стал на свой след, где я поднимался. Вот. Одним словом, собака долго не шла за мной. И, как вы видели, тулан пришел весь окровавленный. Оказывается, он задавил этого зверька. Не знаю, кто он. Ну, блин, наверное, не норка. Какой-то вот, я не знаю как. Ну, в комментариях напишите. Вот и все. Короче, разобрались, от чего у него кровь была. Лапы окровавленные. И, как сказать, грудина, все это дело. Это не дохлый зверек был. Это там кишки все свежие. Это, наверное, все-таки он как-то умудрился задавить его. Ну, молодец. Что поделаешь. Кто кого. У него шансов было много, чтобы спрятаться. Или еще. Вот такие дела. Уф. Я сильно стал уставать. Так, надо разобраться, где мне дальше идти. Ай. Последний перекур. И осталось уже не так много. Руки замерзли. Вот это да, сегодня. Чай, остатки чая попью. И знаете, вот сейчас уже вечер, начало проясняться, наверное, заморозки сегодня ударят ночью. Фу. Наверное, у многих вопрос сейчас возник, как я нашел вот этого, как сказать, зверька маленького. Я очень сильно, как бы не сильно, я ждал того момента, когда, я ориентировочно знаю, где собака лаяла, потому что здесь уже знакомые места для меня. И приближаясь к этим местам, я все время наблюдал за собакой. Потом собака потерялась, далеко ушла, лаяла, думаю, опять на этом же месте. Вот, ориентировочно я знаю, вот на этом месте опять лай. И думаю, блин, все время опять с этим зверем или с кем он может, кто там может быть. Потом лай прекратился, иду, и не лает ничего. После этого, ребят, собака ко мне вернулась и немножко, смотрю, облизывается. Вот так облизывается. Блин, что-то там, кто-то есть.
И некоторое время собака рядом шла. И смотрю, повернула. И в сторону начала идти, как от своего следа повернула. И в сторону пошла. Я так наблюдаю. И думаю, дай не поленюсь, пойду за ним. Короче, пошел. И там я уже издалека его вижу. Стоит собака, не лает, ничего. И что-то голову опустил там. Оказывается, вот этот хорек, зверек, коренок, хохолок, как это он, как называется, я не знаю. И вот с утра они, наверное, боролись, и все-таки тулан его задавил. А вот когда он еще первый год ему было, наверное, или 1,5 года, вот когда на рыбалке зимой встретились Айда, он, тулан и еще с выдрой встретились. Выдрой. И, как сказать, вот выдру не получилось им как бы задавить. Ну, тулан осторожничает, побоялся, может, или еще. Такая мирная встреча у них получилась. Проголодался тулан. Да. Ой. Такого пса у меня еще не было. Кобель еще один был рабочий. Чисто поборой птица. Но этот первый такой. Хоть немножко согреюсь. Футболка вся сырая, все. Но я насквозь сырой. Главное не простыть. Дойти до избы, затопить печь, переодеться, и все будет хорошо. Охота есть охота. Всякая погода бывает. Ливневый дождь, и снег, и ветер. Локоле тече. Она еще крышку залокщай. На. Она как кистя, да, щай. Крышку защай. Перчатки сырые, бесполезно одевать. Только мерзнут руки в нем. Ладно, ребят, встретимся уже в избе. Тут рябчик был, улетел. Сегодня 20-ка будет, да. Может и даже больше. На больше 20 километров прошли мы. По усталости. Ну вот, ребят. Наконец-то мы на избе. На своей родимой избе. Будем отдыхать, греться. В общем, вот такой день был. Немножко поснимал, как все происходило, где были. Рассказал, кого видел. Но добыть ничего не удалось. Вот так проходит день, и приходим в избу ни с чем. Конечно, чуть-чуть огорчает все это, но приходится терпеть, дальше искать. Тулан что-то там шумит. Под амбар залез. Его тоже сейчас накормлю. На улице проясняется, ветер тучи гоняет. Но, наверное, это все дело идет к заморозкам. Ударят морозы. Так что скоро нас отсюда выгонят. Да и планы у меня
Завтра еще побродим. Еще завтра на глухаря пойду. И надо взять фотоловушку именно с основного места, где я оставлял возле, как сказать, ну, на боровую птицу поставил. Вот эту фотоловушку надо забрать обязательно завтра. И вечером уже точно будет ясно, оставаться еще на ночь или же уже послезавтра поеду я обратно домой. Да и в принципе уже мне чуть-чуть как-то поднадоело впустую ходить, честно, блин. Что вчера, что сегодня. Не выстрела ничего. Хоть бы один патрон в кого-нибудь выстрелить. Руки замерзли, просто онемели. Все, ребят, больше сегодня снимать ничего не стану. Встретимся завтра. Также буду снимать, показывать, что и как будет. Увидимся. Пока-пока. На сегодня хватит. Затопил печку. Вот как все это выглядит. А вот труба тут. Какое пламя тут. Офигеть. Буквально 5 минут и избавишь Ташкент. Я греюсь уже. Готовлю еду Тулану. Себе тоже подогрею. Вот так вот. Прочистная дверца вот тут.